Советском Союзе агропромышленный комплекс был достаточно развит, хлопковая индустрия была приоритетной, соответственно, получение массивного урожая невозможно было без использования ядохимикатов и агрохимии. Излишки или устаревшие пестициды с утраченным сроком годности всегда списывались. Чаще всего они оказывались в почве, в земле, иногда вывозились на специализированные полигоны, но многие из них оставались там, где они были прописаны. Это Кумсангирский район, Вахшский район, Джамийский район, Куляб и Фархарский район. Разные объекты по своему типажу, разные объемы захоронения явных ядохимикатов. Но результат везде один – очистка благополучия населения, здоровья населения. В Центральноазиатском региону, к сожалению, трудно говорить, потому что мы ориентируемся исключительно в Таджикистане. Но я могу с уверенностью сказать, что Республика Узбекистан не является страной, которая не наделена этой проблемой. У нее тоже есть такие же проблемы, аналогичные, которые есть здесь, потому что в Узбекистане еще больше концентрации, мне кажется, потому что у них задачи были более глубокие, более масштабные. 5 миллионов тонн, по-моему, хлопка, если я не ошибаюсь. 5 раз больше проблем можно и обнаружить в Узбекистане. До недавнего времени в Узбекистане исследования такие не проводились, но уверен, что в Узбекистане есть потенциал общественных организаций, которые могут также заняться этими проблемами.